Итак, я расскажу вам историю про одного паренька, ботаника, нарика, микроматик, саморазматика, блядь, и позомнил, что он white nigga, а я напомню ему, кто он на самом деле, вникай, да. Это было еще прошлой весной. Пацана никто не знал, но я знал, что он гной. Ему всегда что-то давали в лицо. Он лишь учил уроки, слушал «Золотое кольцо». Бедняга верил в НЛО, надеялся, что оно заберет к себе его навеки. Микроматик не посещал дискотеки, зато 2-3 раза в день навещал библиотеки. Как-то там возле шкафа стоял он, и вдруг случайно война и мир наебала, упала потеря сознания. И часиков через 7 очнулся мэн и решил, что читает рэп как Эминем. Ну какой ты нахуй рэпер, ты же ведь долбоёб. Не позорь хип-хоп, оу, у тебя амнезия. Ну какой ты нахуй рэпер, ты же ведь долбоёб. Не позорь хип-хоп, оу, у тебя амнезия. Я бы написал для тебя не дис, а респект, но твоя хуйня бесит меня, это не рэп. Если не можешь читать, не надо загоняться. Не позорься у диспути и не заикайся. У тебя, болван, походу амнезия, шизофрения, хроническая припиздания. Вот такой диагноз, все, пиздуй лечиться, гнида, мразь. Микроматик, ты не рэпер, а пидорас. Ты реальный лох, бездарный лох. Лучше б я глох, чем читал как ты, но так хуёво я не смог. Получай мой слог, для тебя урок, сынок. Надеюсь, ты схватишь толк из моих строк. Жалкий волк, ты отсекай, поплачь и убегай. Ты мне не соперник, но и не коллега. Ты ведь рэп-коллега, тебя ищет лекарь. Иди туда, где потерялся библиотека. Какой ты нахуй рэпер, ты же ведь долбоёб. Не позорь хип-хоп, оу, у тебя амнезия. Ну какой ты нахуй рэпер, ты же ведь долбоёб. Не позорь хип-хоп, оу, у тебя амнезия. Ну чё, старик, я надеюсь, ты кое-что вспомнил, а? Если нет, я напомню, что сказал как-то твой отец. Слушай. Лучше бы ты хуй сосал, лучше бы получал в анал, но не позорил бы хип-хоп, не творил бы кал. Лучше бы ты хуй сосал, лучше бы получал в анал, но не позорил бы хип-хоп, не творил бы кал.